Друзья, всем доброго утра! Понедельник, 11 апреля. Прекрасное весеннее доброе утро. И как уже вы заметили, каждый свой ролик, каждую свою новую часть я начинаю именно с обзора окружающей природы. Обзор, как быстро меняется погода, как быстро меняется состояние снежного покрова, который навалил за всю зиму и который начал таять буквально дней 5 назад, но изменилось уже очень и очень много. Как мы видим, вот, посмотрите, еще вчера, как я снимал, и как состояние на сегодня, потому что минуса за день так и не было, ночью тоже минуса не было, плюс 4, плюс 5. Как мы видим, снег тоже уже подсел, потемнел. Появились вот эти иголочки везде, шишки, веточки. То есть, если буквально еще вчера, позавчера было белое покрывало, то сейчас оно все уже начинает темнеть. Начинает выходить все то, что нападало за всю долгую зиму. Сейчас температура где-то 4,5 градуса тепла. Вот. Даже буранка не держит подо мной, вот проваливается. Не знаю, как я буду сегодня ехать. Ну, поедет как он. Так же поедет, как и вчера ехал. Если что, вон фиксация включен, с фиксацией вон проваливается все. Вот. Здесь еще вчера вот было где-то вот так вот снега я оставлял. Как мы видим, все растаяло. Вот. Это очень хорошо. Все прекрасно. Сегодня выспался просто замечательно. Проснулся сначала часиков, наверное, 4, половину пятого. Посмотрел, думаю, рано еще. Печка уже потухла. Посмотрел, на улице 5. Нет, 5 было 6. Там было где-то градуса 3, наверное, всего было тепла. Комфортно, в спальнике выспался просто здорово. Вот сейчас 8 часов утра и все нормально. Я бодренький, выспался хорошо. Растопил печку, уже греется завтрак. Так что сейчас вот, все готовенько уже. Тепло, комфортно. Так что сейчас быстренько позавтракаем. Ну как быстренько? С удовольствием позавтракаем и на озеро. Опа. Опачки. Так, у нас начинается 3-й день нашего пребывания в тайге, а меню не меняется. У нас картошечка, мясцо, шашлычок. Вы спросите, не надоело? Да нет, потому что это очень вкусно. А картошку надо доедать, иначе она скиснет. Все-таки как-никак пошел 3-й день уже. Это ладно, еще на улице как бы. Так бы в тепле уже давно скисло. Ну и, конечно же, яичко. Все прекрасно, все хорошо. Надо жить, друзья, надо жить. Надо наслаждаться жизнью. Надо, как бы сказать, проживать каждый день, данный Богом для жизни, а не для существования. Кто-то там пытается усердно заработать лишнюю копейку, там без отдыха, без всего. Трудится там на одной работе, на 2 работах, на 3 работах. А деньги ведь с собой в гроб не положишь. И если даже и положить, зачем они там нужны? Пусть, скажем, у меня автомобиль Нива Chevrolet, да, а не там, не Land Cruiser какой-то, не Mercedes там последней марки, не Volkswagen или как там его. Но я же все равно езжу, пешком я не хожу. Пусть у меня мотобуксировщик Ураган, а не там какой-то BRP или там еще что-то, какой-то там Артикет там или еще что-то там, 1,5 миллионные снегоходы. Так я же езжу. И еще, может быть, даже я еще лучше езжу.
допустим, вот сейчас вот по сырому снегу мой ураган едет, а вот эти снегоходы могут зарыться до такой степени, что их стоимость 1,5 миллиона не помогут выйти из сырого снега там или с озера или что. Тем более, если один, без лебедки, без ничего. Так что не в богатстве счастье. Счастье. Вот в этом счастье все и есть. А еще счастье в доброте душевной, потому что только при помощи добра и в добром отношении к окружающим получается все вот это умиротворение всего. А от злости ты и при помощи злости, и при помощи всего негативного ты быстрее сам получишь то же самое, что и желаешь людям. Как-то вот так. Немножко ударились в философию. Да. Ну что не говори, всегда добро побеждает зло. Опять же, я уже не хотел затрагивать политику, но немножко коснемся насчет комментариев. Я не стараюсь, я уже не отвечаю на такие комментарии, я просто сразу их удаляю. Я сейчас даже супругу свою Валентину научил, как это делается. Я говорю, если найдешь нелестный комментарий какой-то, зайди туда-то, туда-то, просто удали. А по приезду я уже приеду, заблокирую этого пользователя, потому что есть такие комментарии типа того, что а как там твой сынок не удобряет еще наши поля на Украине? Или еще, ты еще не получил там жаренка своего и что-то вот в этом роде. Не надо трогать мою семью, не надо трогать моих детей, не надо трогать, затрагивать меня. Там уже вы от безвыходности, от злости пишете всякую срань на всех каналах. Это я в курсе, знаю. Просто я вас буду удалять и все. Война, конечно, это плохо, но как говорил Сергей Бодров в фильме «Брат 2», в чем сила, брат? В деньгах нет, сила в правде. Вот ты нажил денег, обманул кого-то, как он говорил, и чё? А вот тот, кто прав, тот сильнее. Так и здесь. Кто прав, тот и сильнее. И все, закрываем на этом политические дискуссии и все такое. Добро всегда побеждало зло. И на этот раз оно победит. Вся правда еще откроется. Вот вчера включал радиоприемник, там на освобожденной территории нашли учебники, по которым учили детей в украинских школах. Так им с материнским молоком вбивали то, что русский это плохой, то, что русский значит это враг. И то, что Украина там чуть ли не первая в мире появилась за несколько сотен лет до нашей эры. Там укры какие-то были, там еще что-то. Это такой бред вбивали детям в школе, до школы. С кровью материнским молоком они получали вот эту ложную информацию. Естественно, выросло вот такое поколение, которое сейчас воюет. Неужели, если бы нормально воспитали с нормальными учебниками, с действительной историей, а не придуманной кем-то? Это все продажные политики, продажные типа ученые, которые создавали эти учебники. Они по чьей-то указке ведь, по чьей вы сами знаете, создавали все это, чтобы воспитать поколение людей, которое могло бы воевать с Россией. Если с рождения говорить, что это плохо, то, естественно, вырастет такой человек, который будет так и думать. Ну ничего, все вернется, все будет как надо. Ну что, друзья, всем приятного аппетита. Сегодня
Это дело оставляем до обеда, как обычно. С утра у нас ни-ни, да и зачем. Ну, сейчас приедем на озеро. Там, если будет даже 3 загара, это уже хорошо. Если я поймаю пару щучек, это будет просто здорово. Ну а нет, я еще сегодня попытаюсь. Там пробуюсь. Не знаю, как там состояние озера. Там, наверное, воды сегодня еще больше, так как заморозков не было. Все тает. Снег тает. Лед еще не поднимается. Это все будет просто большая-большая лужа. И если я в течение дня сегодня щуку не увижу там, то я, пожалуй, не знаю, посмотрим. Посмотрим по обстоятельствам и будем принимать решение уже там, конкретно на озере. А пока у нас, друзья, вкусный завтрак. Всем приятного аппетита. И до встречи на озере. Ну вот и все готово. До вечера избушечка. О. Две сушины еще завалило. Держатся вот на этой сосне. Потом, когда будет наст, можно будет их распилить. Ох ты! А воды стало на озере больше уже. О! Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты! Врюхались по самой не балуй. Да. Просто с начала до конца сырой снег уже идет. Сухого вообще нет уже. Буранка еле-еле держит, но пешком уже здесь не пройти. Валится все. Ну здравствуй, озеро! Вот я опять пришел к тебе половить рыбку. Так, ну чё? Опять рискуем? Давайте попробуем на скорости доехать до нашего корыта. Ох ты, ох ты, ох ты. А воды-то стало намного больше. Доехать-то мы доехали. Видать, с лунок, то, что я бурился, вода пошла наверх. И там, где вчера стояла корыто, там просто оно провалилось. Ну, доехали. Доехали с Божьей помощью.
И ни одного загара. Жерлицы стоят как стояли. Вот это печалька, так печалька. Че, неужели на этом озере произошел замор и вся щука подохла? Или она еще не оклемалась? Ладно, сейчас попробую пройтись по лункам в первую очередь. Посмотреть окуня, что и как. Ну а потом взять мелких живцов, пройтись, поменять живцов. Там уже все, снега нет на озере, там уже вода галимая в начале, где мы прошлый год плавали. И, наверное, сегодня здесь такая же петрушка будет. Ну, в общем, до озера добрались, будем заниматься рыбалкой. Впереди весь день, и этот день мы посвятим рыбалке на озере. Как мы видим, воронье здесь похозяйничало неплохо. Здесь была у меня прикормка творог. Творог они весь достали. Немножко осталось. Несколько крошек творога, которых мы высыпем в лунку. Творог, прикормка, комбикорм. Все они раздербанили. Если бы была открыта рыба, надеюсь, они под корыто никак не залезли. И надеюсь, это были вороны, а не куница там или еще что-нибудь. А, вон следы, вороньи следы, да. Они тут пировали. Устроили пиршество. Надо было припрятать. Ну что, пробуем. Первый заброс. Посмотрим, как сегодня с аппетитом окуня. Раз. Два. Три. Есть, есть. И сегодня с аппетитом окуня все хорошо. Живчики у меня все живые. Да, если бы я вас не припрятал, я бы, наверное, сегодня вас уже не увидел. Ледобор убираем от греха подальше. Куда-то сюда. Ладно, вот так. Неудобно одной рукой. Зачем я таскаю ледобор на 150? А так, на всякий случай. В планах у меня была рыбалка на щуку. А щука в этом озере водится весьма-весьма приличных размеров. Соточки, конечно, с каждым днем становятся шире. Где-то, наверное, уже на 120-130 уже примерно. Лунки размывает теплой водой. Ну а так, оп, была поклевка. Окунь клюет, и то хорошо. Сейчас половлю окуня немного. Где-то с полчасика, наверное, часик обойду все луночки. Подергаю, что собралось возле лунок. Ну а потом уже выберу мелких живцов и поменяю живцов на жерлицах. Так, а что я стою? Вот у меня стульчик. Пойду-ка я сяду. Снега. Или воды стало больше, или снега меньше. Одно из двух. Но снег растаял, это 100%. Вчера было еще сантиметров 20-30, наверное, на льду. Сегодня уже этого нет. Так и хочется идти туда, на эту лунку, где вчера самая уловистая лунка у меня была
воронье везде, вот следы ворон, все исходили. Все, что можно съесть, съели. Вон, яичную скорлупу все сажали. Я же говорю, это все съедят. Так, оп, нет, есть. О, какие сегодня мелкие окунярики. Как раз для жерлиц. Но не берет, я говорю вам, не берет щука здесь на местного окуня. Это если она уже очень голодная. Видать, приелись. И, кстати, друзья, знаете, что я обнаружил? Вчера уже обнаружил. Вон, на берегу лежит 30-ка. И я вспомнил, друзья, то, что в декабре месяце, когда мы приезжали сюда с Серегой, я всех живцов с того озера закинул в ведро и привез сюда. И привез также сюда 30-ку, чтобы, что останется, закинуть 30-ку. Но потом в дальнейшем решил большую майну не делать. У меня была и 5-литровая. И вот эта палка здесь у меня 5-литровая бутылка с живцами. Так что я зря долбил тогда целый час на озере в надежде выдолбить бутылку с живцами. Зря сломал пешню. Зря потерял время, силы и все зря. Дырявая моя голова совсем забыла, что живцы уже здесь, на этом озере. Ну ничего, пешню я отремонтировал. Обломыш выжег в печке. Она стала, правда, еще немножко короче. Так что сейчас попробуем половить окуня. Смотри, не хочет. И если будет, или наоборот, если не будет никаких телодвижений, мы попробуем отдолбить. Блин, тут прямо ветка такая. Ветку перебурил. Вот. В лунке прямо вот она, ветка. Мы попробуем отдолбить наших гальянов. Посмотрим, выжили они или не выжили. И если выжили, попробуем еще насадить жерлицы на гальянов. Может быть, щука поведется на гальянчиков. Если она не хочет местного окуня жрать, может быть, гальяна хапнет. Да и гальян живучий. Вот сегодня вообще буду проверять, скорее всего, 50% жерлиц, и живцов на жерлицах. Я так думаю, уже подохли. Почему-то дохнет здесь живцы. А гальян, если он выжил за всю зиму, он тем более не подохнет на крючках. А сегодня окунь не клюет. Если вчера он долбил как ошалелый, то сегодня уже что-то поменялось. Вот 2 живчиков я поймал, но не больше. Что-то сегодня не то. Сегодня солнца нету, сегодня набежали тучи. Сегодня, возможно, будет дождь. Вчера пугал, а сегодня, может быть, и напугает. Ты смотри. Нету окуня? Или не берет? О, нет, есть поклевка, есть. Вот он. Все-таки соблазнился. Но сегодня берет он не жадно. Не жадно. Ну да. Воды стало меньше намного. Снега, то есть. Вчера бассейны были глубокие в снегу, сегодня его нет. Есть, вот они. Вот они подошли. Но сегодня смотрите, как берет он еле-еле.
Вчера заглатывал до желудка блесну. Сегодня нюхает. Это как в анекдоте, да? Кацо, Кацо, твой козел у меня пол огорода капусты. Твой козел, говорит, мой капуста кушает. Ты чё, Вано? Он не кушает, он нюхает. Ни хрена себе нюхает, пол огорода уже снюхал. Опа. Вон. Еле-еле, едва-едва берет он. Буквально за краешек. Ну ничего страшного, может быть еще расклюется. И мелкий сегодня помельче. И опять же на блесну вот. Даже ловится похуже, но нимфу не трогает. Нимфа вроде и поменьше. И на букашку больше похоже, там всякую, которая там в воде у них плавает. А нет, хапает на блесну. Кедровки орут. Сегодня, наверное, в гости придут за рыбкой. Вот он. Ух ты, живчик. Вот этих живчиков я сейчас соберу, всех мелких. Если гальянов, конечно, подохли. Если не подохли, я наживлю на гавлянов. Что, зря я их, что ли, в октябре месяце ловил. Всю зиму хранил. В декабре они еще были живые. Сейчас посмотрим, выжили ли они. Январь, февраль, март. 100 дней, грубо говоря, еще прошло с последней рыбалки. Как мы с Серегой здесь были. Опа, бодренько. Вот он. Оп, ушел. Ничего, расклюется. Если он показал себя, если он есть, если поклевывает, это уже хорошо. Ну, окунем. А мы сюда приехали за щукой. Так что пока оставляем мы, наверное, это дело. Окуневая, тем более вот такая вот мелочь пошла. Живчиковая. И приступим к долбежке, наверное, наших гальянчиков. Все, друзья, пока выключаемся. Пошли долбить. Вот он. И выползает, как сопля. Этот заглотил. Вот такой вот чернявый. То дело сделано. Продолбил я майну. Это у меня заняло не час, не полчаса. Но минут 20 я потюкал, конечно. Тем более без лопаты. А здесь пятишка. В общем, когда я приехал, увидел эту палку, думал, ну, наверное, я отметил, где стояла палатка. Но когда я увидел вот эту 30-ку, которую я упорно пытался найти на том озере, где я сломал пешню. Вот она, 30-ка, привязанная к веточке даже. Вон дрова сухие, то, что я напилил, когда мы жили в палатке в декабре. Я вспомнил, что наши озерные гальяны здесь. Так что, ну, что теперь? Вся голова дырявая, памяти нет. Но я вспомнил, одолбил, и теперь мы посмотрим, сохранились ли гальяны за нашу долгую северную зиму. Ну, если сохранились, это будет чудо. Так, пока идет. Ну, не, что-то живое есть. Что-то сдохло, что-то живое. Сейчас мы это будем посмотреть.
Так, куда-то их надо высыпать. Так, чтобы они не разлетелись. О, что-то подохло. Фу, блин, ну и запах. Фу, блин, фу, блин. Ну что-то и живое. Вон. Офигеть. Вон, видите, да, друзья? Раз. Два. 18. 19. 20. И 21. Но он, походу, уже сдох. 21 сдох. Совсем недавно еще. Наверное, задохнулся. И вон подохли только, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Штук десяток подохло. Но один еще недавно. И то это, наверное, те гальяны, которые были уже насажены, наживлены на жерлицы. Потом мы их снимали, кидали туда же, видать, жабры были повреждены, и по этой причине они подохли. А так вот, всю зиму они даже практически не похудели. Вот этот подох совсем недавно еще. Дня два назад, может быть, он даже еще не потерял форму. А вот эти голянчики у нас живые, даже вон какие толстенькие. В октябре месяце пойманные. Всю зиму прожили в тюрьме, вот такой вот вонючей тюрьме, без кислорода, рядом с трупаками. Но они ими, наверное, и питались. Вон. Потому что кто, видать, позже подох, они еще целые, кто раньше, их уже нету. Их они сами же и съели, наверное. Так что это хорошая новость. И сейчас мы наши жерлицы прямо сейчас, не медленнее минуты, начинаем насаживать, наживлять. Посмотрим, что скажет местная щука на такой деликатес. Такой рыбы в озере нет. Здесь она не водится. Но это лучший живец. Они прямо как маленькие форельки даже похожи, да? Согласитесь, вон какие красивые, только точек не хватает. По коме эта рыба называется сам. По-русски гальян озерный. Сами с усами. Кто их называет линьками? Но это не линьки. Линек похож, но они здоровых размеров. А эти вырастают, но самые большие, может быть, сантиметров 15-20, не больше. Вот один только не подох недавно. Ну все, погнали. Так. В общем, иду я проверяю. Жерлицы. Ничего нет. Выехал я отсюда. Загаров не было. И сейчас я вижу, две крайние жерлицы сработали. И они сработали не ночью, не утром, потому что я выехал, я бы по-любому заметил, что загар есть. Я же выезжал, а посмотрел, флажки были на месте. Значит, это две сработки уже сейчас, с утра получается. Ну, сработки есть, это уже радует. Ну, а повезло или не повезло нам, мы сейчас это посмотрим. Дало нам Царское озеро щуку или нет. Но то, что уже сработка есть, это уже как бы хорошо. Так. Натяжки нет. Натяжки нет, значит щуки нет. Значит ложная сработка. Ложная сработка. Но кто-то же ведь... О, нет, есть. Что-то есть. Что-то есть. Что-то есть. Вот она, вот она. Вот она щучка. Вот она щучка. Ну, Янскадан. Первая щука. Не крупная. Вот он. Здоровенный окунь, видать. Которого она проглотила. Или что-то еще там есть. В общем, щука есть. Это уже радует. Вот он. Обратите внимание, какие они красивые, эти щуки. Но это еще так себе. А некоторые вообще красом, вот таким золотом отдают. Вообще красотень. Расцветка, конечно, здесь обалденная. Ну вот. Первая щука есть. А у меня ни крючка,
Ой. Ни отцепа, ни прицепа. Ладно. Будем отцеплять пока. Выключаемся. Зацепили. Вот такая вот у нас щуренция. Пусть поплавает пока. Ну а мы что? Пойдем посмотрим, что у нас на крайней жерлице. Все-таки я не зря сюда бультыхался вчера. Вот так вот. Вон, видите, да, состояние реки, озера, то есть болото. Не зря. Так что сейчас поменяю всех живцов на жерлицах и попробую дальше сюда тогда добавить. Может быть, щука на этой стороне. Но говорю, вот вчера, с вчерашнего дня до утра ничего не было сработано. Я вот отсюда выезжал, по-любому бы заметил, если была сработка. Они сработали именно сегодня. И все живцы, вот окушки, все подохли, которые были. Ну, смотрим. Опа. Что-то вроде бы есть. Вроде бы что-то идет. Ага, что-то дергает. Опа, это уже получше. Это уже получше, это уже покрасивее. Беременный, как мы видим. Окушок здесь, в желудке. Ну, красота, Янцекадан. Красотень. Вот такие вот золотые щуки Царского озера. Очень красивой расцветки. Просто красотули. Ну и опять же, он заглотил. А нет, смотри. Этот вообще слабо попался. Он. Если бы я резко дернул, она могла бы даже и уйти. Она вообще держалась за счет окуня. Вот и подсекай потом. А так плавненько я вытащил ее. И она дошла. Отлично. Так что не всегда вот надо дергать. Вот маленький такой двойничок, он никуда даже не зацепился. Он выплюнул окуня. И она, получается, держалась за счет окуня. Прикольно. Ну, значит, была моя. Раз мне попалась, значит, все хорошо. Значит, щука здесь, в этом озере, есть. Значит, ничего она не подохла зимой, не заморилась, или как там, заморное озеро. Не сдохла, не замерла. Так что все хорошо. Так что мы еще половим щук. Тем более сейчас на Гальянчиково они живут долго, в отличие от окуней. Надежда есть. Будем поменяем места сейчас еще. Там наживим все по новой. На той стороне тоже в прошлый год щуки попадали. И все хорошо. Слишком рано. Блин, да. И жабры такие плотные. Вот когда вот так вот через жабры пихаешь, и жабры повреждаются, потом живцы подыхают. Мы же жерлиц снимали потом обратно туда, вот те и подохли, наверное, получается. Ловись, рыбка малая велика. Отлично. Щука есть, это радует. А тут есть такие трофейные щуки, что просто прелесть. Друзья, у нас еще одна сработка. Эту сработку я мог и не заметить, потому что я вот сейчас вот менял живцов. Все окушки подохли. Все до единого. Вон, меняю гальянов. И вот крайняя сработка, крайняя жерлица теперь уже
начало озера. Опять же крайняя. В общем, сработали у меня две крайние жерлицы в конце озера. Ну, не в конце, а ближе к концу. И одна крайняя жерлица ближе к началу. В общем, работают только крайние. И у меня уже поднимается настроение. Остальные вон вроде бы как тишина пока. Но это сработало. Так что не знаю, сработала она сейчас или вчера, или под утро. Но если, учитывая то, что все живцы были уже дохлые, окушки, и я сейчас поставил живого гальяна, который за один день, не за два, навряд ли подохнет, то надежда на то, что мы все-таки поймаем зубастых, есть. И она растет с каждой минутой. Вот она. У меня, вы просто не представляете, какой внутри душевный подъем. Я просто счастлив, друзья. Пусть даже там никого нет, я уже счастлив. Только увидев то, что флажок горит. А это есть огромная надежда. И пусть вот я весь уже мокрый, по этому болоту хлюп-хлюп. Все это ерунда по сравнению с тем, что я сейчас здесь вытащу. В декабре где-то вот здесь вот примерно Сереге попала щука. Здесь где-то у Ромки оборвала, помню, блесенку в прошлом году. Так что, если средняя часть, воронье уже налетает, будет молчать, будем передвигать наши жерлицы. Ну что, смотрим. Так, надеюсь, видно. Ох ты, вымотала до конца. Что-то было. Что-то было. Тянем потихоньку, что-то дергает. Не крупное, но что-то дергает. Потихоньку, потому что здесь двойники. Они, по идее, должны заглатывать их. Вот она идет. Вот так вот. Вот такая вот щуренция, третья. Вот такая вот третья щуренция. Ну да, помельчала щука. Прошлый год они были покрупнее. Клюнула на окушка. А когда она клюнула, сейчас или... Если она сейчас берет на дохлых окуней, то значит у нее аппетит проснулся. Да все ерунда. Главное то, что щука есть. Уже хорошо. Щуку не убиваем. Попробуем доставить ее домой. Ну, живыми. Вот чем хороши двойники. Освободил, убрал двойник, вытащил. Не надо никаких отжимов, разжимов и всего прочего барахла. Все легко и просто. Даже если заглотил до желудка, немножко повозившись, можно вытащить. А вот если был бы тройник, то такая операция уже бы не прошла. Выбираем самого маленького. На маленькие двойники живцы поменьше, на крупные побольше. Ну, это, я так думаю, каждый так делает. И все, через жабры. Готово. Кидаем пока в эту лунку. Потом в течение дня, если сработок не будет, будем переставлять. Находим глубину. Вон глубина. Ну, я так думаю, кто ловил на жерлицу, учить не надо. Раз. И 3-4 оборота. Раз, два, пусть будет 4. Все-таки здесь болото. Вот так вот. Ловись, рыбка малая и велика. Уже здорово. Третья вот такая щуренция. Красивая, красненькая. Вот такая щуренция золотой раскраски. Тигровый. Вообще я красивее щук еще не видел, чем здесь на этом озере. Ну все, пошли менять дохлых живцов на живых. И будем ждать новых загаров. Уже здорово. Так, друзья, поменял
живца на последней жерлице. Все живцы поменяны. Все до единого были подохшие окунярики. И как бы ветер слабый поверху, и слышимость очень хорошая. Слышу, сработала жерлица. Глянул. Точно, вон загар. Это уже сработало на озерного гальяна, которого сегодня мы поменяли. И это очень и очень радует. Направляемся прямо вот к сработанной жерлице. Бежать при всем желании в таком болоте вот бежать никак. Да и бежать незачем. Там у меня двойничок. Ему есть как раз время заглотить этот двойник до желудка. Вообще, я полностью отошел от тройников. Двойник, он, ну, во всех случаях хороший. И щука заглатывает, и отцеплять намного удобнее, лучше, чем тройник ковырять вот этот. И даже элементарно то, что когда на катушке сидит прихваченной резинкой, нет третьего ручья, нет третьего крючка, меньше цепляется за все про все. Так, ну вот и дотопали мы. Оставляем нашу пойманную третью щучку и смотрим. Смотрим, что же могло послужить причиной сработки. Что-то там намотало вообще жестко. Никого. Никогошеньки, никого. Опа-на. Как так? Украла гальяна? Вот это фокус. Как она так умудрилась-то? У меня через жабры было. Вот это да. Вот это хитрая щука. Блин, все ноги уж сырые. Вся задница сырая. Ладно. Поменяем. Ты мне еще попадешься. Вот запомнили, да, вот корыто, где наши окуни. Кстати, половина подохла. Надо будет сегодня почистить. И вот возле корыта первая. Будем ловить хитрюгу. Так, ну что, утренняя проверка дала нам 3 щуки. И была одна ложная сработка. Ну как ложная? Сход. Украли живца. Так что немножко отдохнем. А то я весь уже мокрый, употел. Немножко посижу с удочкой. Не знаю, будет клевать, не будет. И потом будем искать новые места. Пробуриваться на той стороне. Немного в начало пойдем. Попробуем поблеснить. Может, повезет и щука хапнет на блесну. Это будет вообще бомба. Так, ну что у нас? Собралось? Нет что-нибудь? Что-то сегодня окунь клюет похуже, чем вчера. Вчера хапал по-дикому. Сегодня пассивно. Вот это да. Это туда-сюда по этому болоту. Когда сухо на озере хорошо. Сел на букса, на урагана и поехал. Хоть на край озера, хоть на другой край. А сейчас сильно не покатаешься. Можно врюхаться так, что потом замучаешься доставать. Смотри, нет сегодня окуня. Не хочет. Ну ладно, все равно отдохнуть надо. Так, ну вот. Небольшой перерыв. Пришел на начало. Ну, ближе к началу озера. Вот. 50 шагов крайняя жерлица, где была щука у нас. В общем, нашел еще 3 жерлицы.
Хреновенькие, конечно, но поставлю. Хреновые почему? Потому что вот такие сейчас покажу. Фирма Ермаков. Маленькие тарелки. Очень маленькие тарелки. И даже под сотку их очень быстро сейчас в теплую погоду очень быстро размывает на леде. Прошлый год у меня несколько штук даже в лунку, потом лунка расширяется и ушли. Пару штук, наверное, ушло. Пару штук смог спасти. Вот. Ну а прежде чем закинуть жерлицу в каждую лунку, кидаю блесну. Раз по 10 вот таких вот подъемов. Там вот 25 шагов сделал. Поклевок не было. Тут только пробурил, закинул. Сразу последовала поклевка. Достал окуня. Глубина здесь поменьше, чем там возле леса. И на этой стороне, на мели, окунь берет почему-то получше. Ну и щука, в принципе, тоже. Там на той... Хотя там вот щучка клюнула тоже возле леса. Но там помельче немного. Почему-то на глубине рыбы нет вообще. Оп, есть. Вон второй. Такие неплохие вот средние окушки с ладошечку. Как мы видим, вот вода все наступает и наступает. Вчера вот этой черноты еще не было. Я так думаю, если минуса не будет, завтра или послезавтра все озеро будет вот такого цвета, если не раньше. Очень тяжело ходить по этому болоту. Но если заморозок ударит у меня, я задолбаюсь выдалбливать свои жерлицы. Они все вмерзнут в лед. Они сейчас у меня некоторые сверху, а некоторые вот по таким слоям воды. Сантиметров 15, наверное, до первого льда. Так что, не знаю, нужна это. Нужен этот заморозок или не нужен. С одной стороны нужен, с другой стороны нафиг он не нужен. Посмотрим. Поднимать пока жерлицы однозначно не буду. Потому что 3 щучки мы поймали. Ох ты, хорошенький, что-то идет. Вот, а нет, показалось. Ну, такие средние окушки. 3 щучки я поймал. Плюс еще была сработка. Как бы щука есть. И мы будем бурить, будем искать. Мечта, конечно, поймать щуку на блесну. Это будет вообще здорово. Главное, чтобы она не порвала. Окунь клюет, клюет хорошо. С утра он что-то на той стороне, где вчера ловил, выделывался. Сейчас, видимо, подошло просто время. Или просто я нашел стайку голодных окуней. О, долбит. Сейчас пока клюет, подергаем. И потом поставим сюда жерлицу. Сколько у меня их осталось. Ну тут, правда, раз, два, 3 жерлицы еще есть. Поставим, пусть ловят. В сумке точно ловить не будут. Все, закончились. Все, хорош. Местных выловили. Поставим жерлицу, пусть щука подходит. Оп, нет, еще есть вот один. Что это такое? Об лед зацепился. Что за фигня? Не лезет в лунку. Надо мушку снять, наверное. Просто на нее все равно никто не клюет. А за лед цепляется.
Все, пока выключаемся. Так, новая лунка. И блесна даже не успела дойти до дна, как сразу последовала поклевка. Он нашел дно. Сразу, вот только ты пробурился, только закинул. Сразу даже блесна вот не успела найти вот дно. Ударил окунь сразу. О, долбит. Окунь есть. Это радует. О, бьет, только не знаю куда. По блесне, что ли. Я вообще удивляюсь, как окунь здесь видит. Вода здесь на этом озере темная. Такая желтовато-красноватая. По этой причине и окуни здесь такие же, такого же цвета. Отпускал как-то прошлый год камеру. Видимость вообще ноль. Там буквально перед камерой сантиметров 20-30 видно, если окунь подойдет. Видимости вообще ноль. Но там была другая камера, а не Калипсо. Надо будет потом во время обеда попробовать отпустить Калипсо, посмотреть, как там, что там с подводным миром. Ну, все, что ли? Но здесь есть такое на этом озере, что можно вот поймать 2-3 штуки, я уже говорил вам. И все, потом буквально через 3 метра сделать лунку, и поклевки там будут. Сюда подойти через минут 15-20, и здесь будут. Долго сидеть на одном месте нет смысла вообще. Все, вот поймал 2 штуки сразу. И все. Пошли бурить дальше.